Окей? Ну а вот ты сама ездила, Наталья, вот сколько раз ты там была? Раз 7-8, наверное, там было. И каково твое мнение обо всем, что там происходит? Мнение того, что все хуже и хуже становится, потому что если раньше приходишь в конюшню скаковую на ипподроме, там видно и амудов, видно халтикинцев, видно ЧК, то сейчас на ту же конюшню там, Министерства внутренних дел, например, заходишь, или еще какого-то богатого хозяйства, то просто чистокровки и все. Найти там типичного яркого халтикинца невозможно. Я с этими чистокровками же работала и работаю сейчас очень много практически, поскольку все время с ипподромами связано, и с аукционами. То есть я чистокровку вижу сразу. Вот эта вот простота, вот эта вот кость, вот это, глаза, это, они все-таки, на взгляд, очень сильно от халтикинца отличаются. Конечно, конечно. Вот. И совсем другая кожа, совсем другая шерсть, все другое, уши другие, грива, хвост, все другое, абсолютно другое. Правильно. Вот. Поэтому вот осталось буквально несколько хозяйств, от которых у меня осталось, одно, наверное, хозяйство, в котором я была, от которого у меня более-менее еще впечатление осталось, что там вот ярко видны халтикинцы, особенно матки там мне понравились, там по Хардене. Ага. Ну, а что-то все остальное как-то грустно. На ипподроме вообще смотреть не на что уже. Ага. А вот книги там он дарит каждый год. Тебе тоже дарили? Да. И что ты скажешь о содержании этих книг? Я по книгам не хочу ориентироваться, потому что там фотографии профессионально лошадей сделаны. Там сложно сказать экстерьер, тип и так далее по этим фотографиям. Ну а по содержанию, например? А я, честно говоря, даже особо не читала. Понятно. Ну как там все здорово, все радужно на первый взгляд, да. Ну я, может быть, первую книгу почитала. Все здорово, все прекрасно у нас в стране, все хорошо, прекрасная маркиза. А приезжаешь в хозяйство, лошади не кормленные, кобылы тощие, ноги не расчищены, все в навозе грязные. В конюшне президента вообще черти что. Ну, то есть просто вот элементарно не хватает базы, не хватает кормежки, не хватает вакцин, не хватает... На конюшне президента, извини, перебиваю. Что, на конюшне президента тоже плохо кормлены? Да, мы там не смогли нормально кино снять, потому что там одних скелетов повыводили. Там пиеда весь замотанный. Для пиеды нормального ветеринара иностранного не вызвать, чтобы в порядок лошадь тогда привели ноги его. Это же вообще преступление. Там этот самый Гуар там тоже вывели. На кривых копытах, нечищенный, в плохом состоянии. Не Гуар, сын Гуара, наверное. Ягуара самого тоже выводили, это было тоже где-то в 12 или в 13 году. Еще мы застали его, по-моему, последний или предпоследний год он там был. Даже что-то сфотографировать, у нас были проблемы и снять видео, потому что, реально кобылы не пролинявшие, на дворе май месяц, кобылы не пролинявшие еще и худые. Куда годится? С подсосным же ребенком она худая ходит. Не должно быть такого в нормальном хозяйстве, при том, что деньги в Туркменистане есть. То есть попустительство полное, отношение к лошадям наплевательское, элементарные базовые правила содержания лошадей не соблюдаются. У лошадей нет опилок, они стоят на осушенном навозе, на говне вот этом, воняет аммиаком в конюшне. Просто бедлам. И у президента тоже? Ну да. То есть я была просто в шоке, честно. Конечно, сами конюшни нового ипподрома в этом Бахалском вилаяте, который 40 километров от Ашхабада, он построен вообще в противоречии вообще каких-либо правил строительства конюшен. То есть не соблюдаются никакие нормы вообще, как она должна быть, эта конюшня построена. А как она построена? Малюсенькие денники, там кормушки без стоков, их невозможно вымыть и обеззаразить. Там бетонные подставки под конюшни, об которые лошадь себе постоянно бьет суставы. То есть просто смотришь, думаешь, как так можно, а? Ведь такие деньги вгроханы, ведь такие деньги в стране есть. Как можно так к лошадям относиться? Так. Ага. А пиеда весь побитый был. Пиеда, ноги постоянно в черные тряпки замотаны, не в хорошем, он толстый, но не в хорошем состоянии. Но он же пал уже, да? Пиеда?
Да. По-моему, в прошлом году или в позапрошлом пал. Этого не знаю. Ты скажешь про какой-то закон, который подписал президент, что вот, значит, этот хозяин лошади имеет право держать свои секреты, не распространять их. И туда же относится, что вот происхождение лошади он может скрывать, что ли? Не, ну да ради бога пусть скрывает. Только каким образом покупатель, жеребенка будет покупать этой лошадь, если он не будет знать происхождение этого жеребца или этой породы. На чем основываться? Я говорю, во всем мире первое, что смотрит клиент, когда жеребенка покупает, это документы родителей, какое происхождение, какой педигри, кто папа, мама, чего родители сделали в своей жизни, достигли, там, скачки выиграли, соревнования. А если не будешь знать происхождение родителей, то вообще кота в мешке, чтобы покупать? Нет, понимаешь, у нас, когда мы туда приезжаем, у нас общение очень ограничено. Мы не общаемся с людьми, которые по-настоящему любят и знают лошадей. У нас получается у редких, кто туда приезжает, общаться с настоящими заводчиками, только если уходишь с официальных мероприятий. Вот я в прошлый раз, например, в прошлом году со всех официальных мероприятий просто ушла и поехала, куда мне хотелось. Вот так вот. Понятно. Но зато я увидела нормальных лошадей, в том же Бахардене мне понравились. Это Гуара сын и еще один. Гудротлы. Да. Так все-таки я хочу вернуться к книгам. Он каждый год их выпускает. Если ты первый прочитала первый, что ты скажешь о содержании? Он же ведь подписывается, что он сам написал. Ой, ну а что там скажешь про содержание? Там же все пустышка, поверхность, там все рассказывается, что там все здорово, все отлично, а на самом-то деле все не здорово. Я уже другие книги даже читать не стала, потому что, в принципе, все понятно было. Вот. А что касается своей страны, он большие деньги, казалось бы, расходует, но эти деньги все не адресно. Вот чем строить в стране 8 ипподромов гигантских, лучше бы он эти деньги пустил на ветеринарное обслуживание, на прививки, на кормление, на опилки, на солому и на нормальное жизнеобеспечение лошадей. Вот так вот. Мрамор и золото лошадям не нужны, но лошадям нужно сено, солома, зерно нормальное и работа нормальная. Чтобы левады были, чтобы лошади могли гулять с укрытием от тени, чтобы у лошадей были прививки, вот, и чтобы их нормально растили, и чтобы их расчищали нормально и ковали. То есть элементарные условия содержания лошадям в Туркменистане не обеспечены нигде, ни на конюшнях, ни в конзаводах. И в том числе на президентской. В том числе и на президентской. А что ты можешь сказать о специалистах, их уровень вот в Туркмен-Атлари? Там вообще специалистов нету. Ну, в Туркмен-Атлари я вижу чиновников. Это не специалисты по лошадям. Это специалисты оформлять бумагу. А вот специалист, который мог бы сказать, сытая лошадь или голодная, что лошади надо копыта расковать или подковать, что надо так и так сделать, что надо ту и ту процедуру сделать, что надо, извиняюсь, засанные опилки с дневника вынести. Вот таких там людей нету. Ну а племенной учет там ведет, вот, например, Керим Бяшимов. Еще раз повторяю, нету там племенного учета. Племенной учет сегодня это чипирование лошади, чипирование обязательное, жеребенка, начиная с жеребенка под матерью и заканчивая пробами ДНК. То есть это кровь, это волосы с гривы, из хвоста берется, и лошадь получает свой профиль генетический. Сегодня в Туркменистане этого нет. То есть ни о каком племенном учете речи быть не может. Когда там все это, кто-то там хозяин сказал, что он такого-то жеребца на такую кобылу посадил, и вот родился жеребенок, это все рассказы и байки. Такого уже много десятков лет в Европе нет, в мире. Если хотят они нормально племенной учет ставить, они должны делать прочипировать все поголовье и по ДНК всех проверять. Ну а вот вы встречались с президентом, вы не говорили ему об этом? Никто не... Я с президентом никогда не встречалась, в смысле я здоровалась издалека, мимо так он прошел и все. Но возможности что-либо ему сказать никогда не было. Мне кажется, на встречу с президентом допускают только особо проверенных людей, которые точно ничего ему не вякнут и не скажут.
Татьяна Николаевна что-то там пыталась ему сказать. Ему письма писали, передавали. Все это осталось без ответа. Либо до него не дошло, либо ему это неинтересно. Я не могу сказать, в чем дело. А вот сейчас в Казахстане был чемпионат какой-то проходил, и там туркменская команда приехала и все проиграла. Ты в курсе? Я в курсе, я там была, туркменская команда настолько слабо выглядит по сравнению с командами, которые сидят и едут на полукровных лошадях. Ну, что просто, 120 они едут, и то еле-еле. Тогда как другие 140 еле-еле едут. Техники нет, лошади все слабые очень. Физически слабые. А как им быть физически сильными, если их с детства плохо кормят? Работаются они тоже. Надо понимать, что тренер-то у них, Катарина, она очень хочет, чтобы все было хорошо. Но она сама тоже не тренер топового уровня. Вот, и она там не постоянно же, она приезжает. А кто такая Катарина? Катарина Яков, это любительница, всадница из Германии, которую взяли тренером. Ага. Потому что больше никто не согласился. Я вот честно, туркменатлары меня просили найти тренера в Туркменистан. Я искала, никто не захотел. А как принимает, вот когда приезжают люди, как принимают? Нормально принимают, все свои. Ага. Никаких там, вот именно по-человечески отношения совершенно нормальные. Свои конники, привет, свои ребята приехали. Единственное, что, знаешь, не очень было как-то, у всех стран, Казахстан, Узбекистан и Киргизия, приехали президенты Федерации конного спорта. И все очень дружно сидели, мы с ними там и вина попили, посидели, покушали, они очень хорошо друг с другом общаются. А с туркменами никто не приехал. Вот такого уровня. Приехала только Катарина, их тренер, и Байрам с Туркменатлары. Все. Байрам, конечно, это не того уровня, что президент Федерации. А кто такой Байрам с Туркменатлары? Ой, он что-то все как-то бухгалтерией раньше больше занимался. Нет, я имею в виду не там, не в Казахстане, а вот когда вы приезжаете в Туркменистан, там говорят, паспорта отнимают, что-то еще, что-то. Да. Приезжают в гостиницу, первым делом паспорта отнимают, из-за чего был сильный скандал в прошлом году. Может, из-за этого тоже Керим решил меня больше не приглашать. Потому что у меня французы встали в позу, сказали, а что вообще за дела? Во Франции, если так паспорта отобрали в залог, да, тут же полиция бы приехала, гостиницу бы на следующий день закрыли. Просто навсегда, сразу. За такие правила. А гостиница отобрала паспорта у всех и сказала, мы паспорта не дадим, пока туркменатлары нам не заплатят за все дни или гарантийное письмо не напишут за все дни. Потому что они им гарантийку написали за 3 дня вместо 4. Я говорю, а с какой стати вы берете в залог паспорта людей, которые ни в чем не виноваты? Вы добиваетесь от туркменатлары устранения этих самых непорядков? Паспорта дайте нам, отдавайте. Потому что скандал был до небес, конечно, вообще жуть. И как давно такая практика? Да все время. Постоянно, каждый раз, когда приезжаю. Окей, Наталья, спасибо большое.